Чтобы очистить русло реки от накопившегося мусора, сухостоя и скряжи, в Карабулаке привлекли строительную технику. Таким образом, власти готовят реку Сунжу к сезону паводков. Обычно в республике он наступает в середине мая, и надо заранее предпринять меры. По утвержденному главой республики плану все должно быть организовано до 10 апреля. В Карабулаке две зоны возможного подтопления. Это улицы Промысловая и Заречная. Опасные зоны находятся рядом с мостами. Всего в зоне риска около 300 человек из 58 домовладений. Повальные деревья мы заранее убираем, то есть если есть наносы именно деревьев службами нашей управляющей компании, быстро, оперативно эту проблему мы устраняем. В основном, почему речной камень убираем, чтобы не было подъема уровня воды вот именно в этом месте. Потому что именно это место, и как я ранее говорил, улица Заречная, она более подвержена образованию заторов, вследствие чего может произойти подтопление территории. В общем, около 600 метров нужно будет очистить. А вот в Троицком очистку русел рек практически завершили. Сейчас работники ЖКХ собирают накопившийся мусор рядом с последним мостом. Остальные два уже очищены и берега приведены в порядок. На случай, если противопаводковые работы не помогут, готова и система оповещения. В сельском поселении установлено 3 громкоговорителя, через которые жители узнают о ЧС. В центральном мечети, администрации и в 3-м школе. Проверки обоих. Проверки хабяхка, таши хучи хица полностью дион. Наладят он специалист хабяхка, не проверял, вот недели 2 назад полностью сделали, проверили и ушли. Основная причина возникновения наводнений и паводков – малая пропускная способность русел рек. В республике их около 10. В зону возможного затопления входят 4 населенных пункта – Карабулак, Троицкая, Сунжа и селение Тамариане в Жайрахском районе. Это около 6 тысяч человек, 7 автомобильных дорог и около 10 мостов. Также мы проводили мероприятия и по реке Асса, вплоть до сельского поселения Алкун Сунжского района. Вот. Там тоже у нас, в принципе, обстановка, ситуация удовлетворительная. Кое-где еще надо продолжить кое-какие работы провести. А так, в принципе, в основном работы завершены. Осталось вот эти вот мелочи непосредственно, которые вот уже здесь как бы не нужна техника, здесь чисто нужны людские руки, как говорится. И вот люди, скажем так, сотрудники администрации, они проводят вот эти работы. Также в республике ежегодно проходят командно-штабные учения, в рамках которых проверяют готовность сил и средств к реагированию на весенние чрезвычайные ситуации. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.